Привет, мальчишки и девчонки, а также их родители. Это программа «Бригада Перяник», программа, в которой мы учим слова на татарском языке вместе с вами, нашими участниками. Давайте с ними знакомиться. Сегодня у нас в гостях семья Агараева. В первой команде Айгуль вместе с дочкой Аделей Сянмеса. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну а во второй команде Камиля вместе с папой Ильгарай Сянмеса. Здравствуйте, здравствуйте, Сянмесес. Давайте знакомиться с нашими маленькими принцессами поближе. Сначала познакомимся со старшенькой. Аделя учится в 149-м лицее. Любимые предметы – это физкультура, литература и английский язык. Она очень стеснительная, ответственная, трудолюбивая и добрая. Любит рисовать и танцевать. В 3 года первый раз вышла на сцену вместе с папой с песней «Янган Юрек». И с тех пор очень любит выступать на концертах своего отца. Сейчас начала заниматься скрипкой, хочет стать врачом-хирургом, придумать таблетку от рака, открыть свою больницу, внимание, да? А в свободное время работает у себя в салоне красоты и играет на скрипке. Мечтает о собачке. Аделя, скажи, пожалуйста, откуда такие большие мечты стать врачом, открыть свою больницу? Ну, я хочу лечить людей, чтобы они выздоровели и жили. У тебя свой есть салон красоты уже? Нет. Нет? Ну, а маме делаешь прически иногда? Да. А сестренке? Да. А сестренке нравятся прически? Да. Не только прически, еще она и красит, визажистом у нее очень хорошо получается. Так что я думаю, что у нее мечта сбудется. Ну, по секрету, какая она дочь? С маленьких лет помогает, послушная, все умеет делать, то есть уже она и посуду моет, и полы пылесосит, даже умеет готовить блинчики. Спасибо огромное, что вы сегодня с нами. Знакомимся с еще одной маленькой героиней нашей программы. Ее зовут Камиля, она очень любит петь и танцевать, у нее хороший слух, и поэтому ее отдали в музыкальную школу номер 4. Также Камиля любит рисовать и плавать, мечтает стать ветеринаром и лечить собак. Камиля, скажи, пожалуйста, почему любишь собак? Потому что они хорошие. Хорошие? А собаки бывают вообще злые? Нет? Нет. Всегда только хорошие? А кошек любишь? Да. А зайчиков? Да. А змей? Нет? А паучков? Нет? Почему хочешь стать ветеринаром? Скажи, пожалуйста. Чтобы лечить собак. Ильгара, но я знаю, что ты работаешь на канале Майдан. Хочешь ли ты, чтобы твоя дочь стала ведущей? Как и ты? Ну, артистом. Ну, главное, чтобы она сама полюбила эту профессию и жила этим. Я уж не буду настаивать. Это ее выбор. Думаю, какой путь она выберет, это главное, чтобы она свою работу любила. Что-то так она расстроилась сразу. Вот я тоже сейчас думаю, сам говорю, сам думаю. И она у нас очень ответственный человек, поэтому вот, наверное, и волнуется. А какие твои любимые уроки? Музыка. Музыка. А, музыка. Все-таки она музыкальный человек. Да. А раз мы заговорили о музыке, у нас есть небольшой видеофрагмент из наших архивов. Давайте его посмотрим. Внимание на экран. Аплодисменты. Это было прекрасное выступление. Так, это, я так понимаю, это Аделя. Да. Сколько тебе было лет? Примерно 6. А сейчас? 9. 9. То есть 3 года назад ты уже блистала на сцене. Я знаю, что у тебя еще все впереди. Мы познакомились с нашими участницами. Давайте начинать нашу программу. Тема сегодня – растения. Усем лекляр. В эфире первый тур нашей программы. По традиции мы приготовили рассуждения детей, которые говорят о различных вещах, предметах и явлениях, связанных с нашей темой. Напомню, сегодня мы говорим о растениях. Вопросы для каждой команды будем задавать поочередно. За правильный ответ получаете 1 балл. С кого начнем? С них. С них. Так, Ильгарай и Камиля врываются в бой. Первый вопрос для вас. Внимательно смотрим. Если дети не слушаются, взрослые им пугают детей, и они потом слушаются. Потом очень будет жалить. Будет очень больно. Это растение зеленого цвета. С ними надо быть очень осторожным. Можно ужалить палец. Что же это за растение, которое жалит, и в то же время из него можно делать суп? Давай, говори. Это? Капелия.
Крапива. Крапива. А скажи, пожалуйста, а тебя папа пугал когда-нибудь крапивой? Нет. Нет? Ну, сейчас более гуманные методы воспитания. Просто отбираешь планшет и все. И все, да? Просто сейчас очень просто. Игорь, тебя пугали крапивой? В детстве, если честно, ремнем ругали. А ремнем? Да. То есть Пугали. крапива не помогала? Нет, крапива не помогала. Более серьезные методы требуют. Вот такие подробности будем узнавать в ходе нашей программы. Кстати, это был правильный ответ, Ильгара, я вас поздравляю. А крапива по-татарски будет кашеткан. Для второй команды мы приготовили также вопрос. Давайте внимательно посмотрим. Оно бывает в парке, в огороде и в лесу. Это растение защищает от моли. Оно высокое, она светло-зеленого цвета. Еще у нее маленькие, мелкие, желтые листочки. Еще у него невкусный запах. Что это за растение? Мне тоже очень интересно. Давайте узнаем у наших участников. Полынь. Полынь? Уверена? Откуда такие познания в ботанике? Скажи, пожалуйста. Любишь Сад-огород есть. сад-огород, отлично. Это правильный ответ, я вас поздравляю. Это действительно полынь. Полынь по-татарски арем. Выучили и это слово, и давайте продолжать. Итак, Ильгара и Камиля. Камиля, все хорошо? Да? Ну, это здорово. Третье слово, третий вопрос для вас. Смотрим внимательно. У него листья бывают большими, и они бывают толстыми. У них есть круглые липучки. Еще, когда у меня липло, его невозможно сделать. Потом, когда мы постирали это, все этого уже не было. И я больше не прикасалась к ним. Итак, Камиля, что это за растение с маленькими колючками? Как ты думаешь? Мы еще в детстве бросались. В детстве, да, бросались. Тиганек, точно? Да, липучка называется тиганек. А как называется само растение? Вот когда человек не очень умный, о нем обычно так говорят. Лопух. Лопух. Совершенно верно, это правильный ответ. Лопух. А лопух по-татарски будет эрекмен. Мы продолжаем нашу игру. И четвертое слово у нас звучит для Айгуль и Адели. Внимательно смотрим на экран. Если хорошенько дуть, он останется лысым. Весной он растет на лугу. Из желтых цветков делают вино. Итак, я думаю, что ответ будет очень прост. Аделя? Одуванчик. Точно. Да уж. Венок еще. Одуванчик. Это я просто пытался вас запутать. Молодцы. Давайте друг другу поаплодируем. Это правильный ответ. 1 балл вашей команде. Одуванчик по-татарски очень просто. Тузганах. На очереди пятое слово. Его мы по традиции отгадываем с помощью наших игрушек. Возьмите, пожалуйста, яблоко, ананас. Камиля, бери ананас. Так, ну-ка нажми. Вот так вот они пищат. Прямо сейчас очень важно дослушать и досмотреть вопрос. Объяснение слова. Как только закончится наш вопрос, кто первым нажмет на игрушку, тот и будет отвечать. Родители могут помогать нажимать. Итак, внимание, вопрос, пятое слово. Смотрим. Этого цветка у нас нет. Цветы круглые. Он часто очень цветет. Его любят девочки, мамы. Этот цветок растет дома. Так, что же это за растение? Кто быстрее нажмет? Аделя была первой. Кто будет отвечать? Давай, Адель, Аделя. говори. Нет, ты. Нет, ты говоришь. Айгуль, давайте, держите оборону за всю Это команду. как комнатное растение. Мы думаем, что это фиалки. Фиалки. Да. Принимаю этот вариант ответа. Камиля, а ты как думаешь, что это за растение? Фиалка? Да. Да, они думают, что это фиалка, но первыми нажали у нас команда Айгуль и Адели. Это правильный ответ, поэтому 1 балл достается вам. Молодцы, я вас поздравляю. А фиалка по-татарски «миляуше». Вот так звучит это слово на татарском языке. Первый тур завершен, впереди у нас пока Айгуль и Аделя. Мы переходим во второй тур нашей программы. Итак, в эфире второй тур программы «Брагаляп и Ряник». Сегодня мы говорим о растениях, и давайте вспомним слова, которые мы сегодня выучили. Итак, Аделя, как будет по-татарски крапива? Кашеткан. Кашеткан, дерес. Камиля, тебе слово полынь. Эрем. Эрем. Нахшулай. Так, Аделя, слово
Лопух. Эрикмен. Эрикмен, именно так. Камиля. Фиалка. Милуше. Миляуша, умница. И, Адель, тебе слово одуванчик. Тузганак. Тузганах, именно так. Мы продолжаем нашу программу. Во втором туре нашим командам предстоит запоминать. Запоминать вам нужно расположение картинок, которые появятся на экране. У вас на это будет 15 секунд времени. Как только время выйдет, мы закроем картинки цифрами, и я буду спрашивать, где какое слово находится. Готово? Готовы? Да. 15 секунд, время пошло, запоминаем. Очень серьезно сидит Камиля, видимо, запоминает все картинки. Вот с тебя, Камиля, и начнем. Камиля, скажи, пожалуйста, под каким номером находится фиалка, Миляуше? Под какой цифрой? Под цифрой 5? Точно? Уверена? На 100%? А на 200? Нет, только на 100%? Ну давай открывать цифру 5 и проверять. Там находится фиалка, Миляуше. Молодец, Камиля, молодец. Итак, Аделя, тебе следующий вопрос. Где находится полынь, Эрем? 4. 4. Мама согласна? Да. Тогда открываем цифру 4. Там находится Эрем, полынь. Совершенно верно. Итак, Камиля Ильгарай, следующий вопрос в вашей команде. Где находится одуванчик? Тузганак? 3. Цифра 3. Шлайма? Не знаю. Давайте проверим шлайму, ёпта. Открываем цифру 3. Там у нас одуванчик. Молодец. Камиля, скажи, пожалуйста, когда-нибудь дула в одуванчик? Да. Да? А желание загадывала? Да. Сбылось? Да. А какое желание загадывала? Конфетки. Конфетки! Все очень просто. Так, Аделя, тебе вопрос. Где находится лопух, Эрикмен? Ага, забыли. Это который... Там кассета. Это который колючки. Да. 2. Это которые колючки? Да. Цифра 2. Принимаю этот вариант ответа. Давайте откроем цифру 2. Ура! Молодцы. Там лопух, Эрикмен. Пятое слово на очереди. Берем игрушки в руки. Сейчас, как только я задам вопрос, кто первым нажмет, тот и будет первым отвечать. Так, мне очень нравится сегодня выражение лица Камили. Она то серьезная, то очень такая, знаете, со злобным смехом, готовая всех победить. Давайте узнаем. Внимание, вопрос. Где находится крапива Кашеткан? Камиля была чуть-чуть быстрее. 1. 1. Если кто-то услышал слово «эти», то это было слово «один». Итак, открываем ячейку номер 1 и проверяем. Там находится крапива. Молодец! Еще 1 балл получает Камиля. Пора подвести итоги и второго тура нашей программы. Счет равный, дамы и господа. А это значит, что в третьем туре все обязательно решится. Мы продолжаем нашу программу. Мы продолжаем программу «Бригаля Перянык». Давайте еще раз вспомним слова, которые мы сегодня выучили. Крапива, кашеткан, полынь, эрем, лопух, эрикмен, одуванчик, тузганак, фиалка, миляуша. Давайте узнаем у наших команд. Скажите, пожалуйста, вы когда-нибудь разгадывали ребусы? Да. Да? Камиля разгадывала ребус? Да. Ильгарай? Приходилось. Вот и в третьем туре нашей программы мы тоже будем разгадывать ребусы. Для каждой команды будет свой ребус. Мы приготовили для вас 3 картинки, которые как-то связаны с одним словом, которое мы сегодня выучили. Ваша задача не просто назвать ответ, но и объяснить, как каждое слово, как каждая картинка связана с этим словом. Задание понятно? Да? Камиля утвердительно кивает, поэтому с тебя и начнем. Камиля, первый ребус, первые картинки для тебя. Внимательно смотрим на экран и пытаемся отгадать. Вместе будем рассуждать. Итак, что мы видим? Камиля, что мы видим на экране? Какие картинки? Волосы. Волосы, Суп. суп и Рука. рука. Рука какая? Посмотри повнимательнее. Что там на руке есть? Какие-то болячки, да, козам? Да. Волдыри. Да? Да. Это у нас Так, как вы думаете, что это?
Крапива. Крапива. Я принимаю этот вариант ответа. Давайте узнаем, как каждая картинка связана со словом крапива. Давайте с конца начнем, да? Рука. Камиля, почему рука и крапива? Как они соединяются вместе слова? Как они связаны? Ужалил крапивой, да? Да. Да, крапива жалит руку. Хорошо. Суп и крапива. Из крапивы. Суп из крапивы. Суп из... Пробовала когда-нибудь суп из крапивы? Нет? Очень полезный, очень вкусный. Так, и волосы. Это для меня тоже интересно. Шампунь. Шампунь? Сапун. Да, иногда крапива или настойка из крапивы, которую делают, очень полезна для роста и блеска волос. Поэтому девушкам на заметку. Это правильный вариант. Это крапива Хашиткан. Молодец. Камиля почти сама все отгадала без помощи папы. Очень умная, очень образованная. Девочка классная. Вот так вот. Аделя, Айгуль, следующий вопрос для вас. Внимательно смотрим на экран и также стараемся отгадать этот ребус. Итак. Что мы видим на экране? Давайте сначала. Головные боли, Головная боль, зонтик зонт, И ухо. ухо. Так, теперь нам нужен правильный ответ. Ну или хотя бы вариант. Лопух может быть. Колючки такие. Да, одуванчик тоже не может быть, да? Фиалка тоже не может. Наверное, полынь. говно. Или полынь, или лопух. Полынь пусть будет. Полынь, да. А как вы связываете полынь с каждой картинкой? Интересно. Но полынь же, она такая кислая, вонючая травка. Вот голова болит. Гениально. Зонтик, Дальше. зонтик. Зонтик. Зонтик — это зонтик, хорошо. Хорошо защищает от полыни. Защищает от полыни, Да. ладно. И не только. Да. И ухо. Ухо вот не знаем. Ух, не знаем. Нет. Это неправильный ответ. Я думаю, что... И вариант ответа, точнее, возможность ответить появляется у Ильгарай. Одуванчик, может быть? Одуванчик. Хорошо. Как одуванчик связан с картинками? Ну, зонтик может улететь, Улететь. да. И одуванчик может улететь. да? Одуванчик тоже может улететь. Хорошо. Сильный ветер подул, например. Вот, в ухо может зайти. А там аллергия может быть. Аллергия, голова болит, да? Да. Именно так проявляется аллергия на самом деле. Ваша логика ясна, это неправильный ответ. Правильный ответ. Здесь мы загадали лопух. Эрикмен. Все на самом деле очень просто. Если обратить внимание на ухо, то говорят, что человек лопоухий. Если вы вспомните лист лопуха, он большой. Дальше. Зонтик. Лопухом раньше, не знаю, как сейчас, раньше укрывались от солнца. Зонтиком тоже можно укрыться от солнца. И если болит голова, то есть такое народное средство, народный рецепт — обернуть вокруг головы лист лопуха. И тогда головная боль пройдет. Это был лопух. Столько Почти. слов вы сегодня выучили, столько было мнений, очень интересно. Но пора подводить итоги сегодняшней игры. С отрывом в 1 балл сегодня побеждает команда, в которую входит Камиля и Ильгарай. Вы сегодня становитесь победителями игры. Я вас поздравляю. Вы большие молодцы. Но есть одна очень радостная новость для вас, для всех. Подарки будут всем. Не будем раскрывать всех секретов и говорить, что же там находится внутри, но на самом деле это очень полезные и нужные вещи, которые помогают нам с вами каждый день, помогают нам с вами учиться, развиваться и, конечно, расти классными девчонками. Я вас поздравляю, родители. Давайте поаплодируем нашим детям. Это было очень прекрасно. Но наша программа подходит к концу. Пора прощаться. Телерне Ирянегес, туган телне беркашанда. Онотмагас. На сегодня все. Килясы шрашуларга кадар сау булыгыз. Пока-пока. Пока-пока.